Ситуация вокруг Кумтора накаляется. Сейчас пока не совсем понятно, к чему все идет. Наезд на компанию с целью вытрясти с нее деньги или же вправду хотят национализировать рудник. В любом случае, речь идет о больших деньгах и о больших рисках. Как бы там ни было, непоправимый ущерб инвестиционной привлекательности страны уже нанесен. Ни один уважающий себя инвестор вряд ли теперь рискнет вложиться в экономику Кыргызстана. Всем привет, Каниметов с вами. В минувшую субботу в офисе Кумтора в Бишкеке и на самом руднике провели обыски. Позже стало известно о том, что следственные мероприятия ведет межведомственная группа из числа сотрудников ГКНБ, МВД и почему-то военной прокуратуры. Зачем и по какому делу понадобилось блокировать работу золоторудной компании, силовики объяснять не стали. Сослались на то, что обыски проходят в выходные, а сотрудники пресс-службы в эти дни отдыхают. В воскресенье отдыхать, вот мой девиз. Центера тем временем объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана для защиты своих прав в соответствии с многолетними инвестиционными соглашениями. Центр Голд пытается запретить правительству страны предпринимать дальнейшие шаги по исполнению недавно принятого закона или добиться исполнения недавно вынесенного решения о штрафах и налоговых претензиях Кумтор Голд Компани, каждая из которых нарушает инвестиционные договоры правительства в отношении месторождения Кумтор. Центра намерена привлечь правительство Кыргызстана к ответственности в рамках арбитражного процесса за все убытки и ущерб, возникшие в результате недавних действий против Кумтор Голд Компани и рудника Кумтор, в случае, если разногласия не урегулируют. Из заявления Центера Gold Incorporated. С начала этого года руководство Кыргызстана с поразительной скоростью предпринимало действия для подрыва базы, на основе которой эксплуатируется рудник Кумтор, и отказалось от диалога, заявили в компании. К неправомерным и незаконным действиям со стороны Кыргызской Республики относятся принятие парламентом Кыргызской Республики за один день 6 мая нового закона, который позволяет правительству назначать внешнего управляющего для получения контроля над рудником Кумтор, если оно считает, что деятельность Кумтор Голд Компани представляет риск для безопасности человека и окружающей среды. Поддержанное правительством и в спешке вынесенное решение суда Кыргызской Республики от 7 мая о взимании штрафа в размере $3 миллиардов с Кумтор Голд Компани на основании частных гражданских экологических исков. Запугивание сотрудников Кумтор Голд Компани членами Государственной комиссии и другими членами государственных и правоохранительных органов, включая визиты сотрудников милиции домой к нескольким менеджерам Кумтор Голд Компани и обыск офиса Кумтор Голд Компани в Бишкеке 15 мая. Многочисленные иски о взыскании налогов, поданные правительством в суды республики по вопросам, которые полностью и окончательно решены в предыдущих проектных соглашениях и постановлениях кыргызских судов, а также безоговорочно устранены в рамках соглашений правительства с Кумтор Голд Компани и Центера. Что теперь будет дальше? Financial Times предупреждают, ситуация с Центера может привести к международным санкциям. Данные шаги встревожили международные финансовые институты, работающие в Кыргызстане, единственной демократической стране в Центральной Азии, а также правительства западных стран. Кыргызстан находится в ужасной экономической ситуации и полностью зависит от внешней поддержки. Международный ответ будет жестким. Если финансирование прекратится, у Кыргызстана возникнут проблемы. Страна не может позволить себе потерять его, отметил источник издания, работающие с правительством и ранее связанные с рудником Кумтор. Что говорят власти Кыргызстана? Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента заявил о том, что в отношении руководителей Кумтор Голд Компани возбуждено уголовное дело. В настоящее время в производстве ГСУ ГКМ Кыргызской Республики находятся следующие уголовные дела. Уголовное дело по отношению Абулгазиева по статье 319, часть 1, коррупция Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть по факту коррупции со стороны ответственных лиц правительства Кыргызской Республики при принятии решения об использовании природных ресурсов и земельных участков, расположенных на территории Иссыкульской области, в пользу ЗАО Кумтор Голд Компани, бывший премьер-министр Абулгазиев. Вот как раз расследующие проходят. Здесь проходит очень много, скажу так, не очень много, но много наших должностных лиц, членов правительства, которые в это время работали, которые подписывались. Среди них есть еще и наши уважаемые народные депутаты тоже.
Депутат Акылбек Джапаров же, который с недавних пор стал ярым сторонником Садыра Джапарова, дал понять, что Кыргызстан не боится арбитражного суда с Центера Голд. Мы видим признаки измены государственным интересам в угоду коммерческой одной организации. Мы не суд. Мы не можем объявить кого-то виновным или нет. Но время доказательства, эти признаки есть, существуют или нет, мы просим доказать вместе с Генеральной прокуратурой. Многие дела мы только начали. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемый Турага, мы просим продлить работу комиссии до осени, до прихода нового парламента, чтобы все мы начисленные финансовые санкции, налоговые нарушения, все мы могли помочь правительству это взыскать. Это первое. И второе. Начинаются арбитражные все процессы. Мы подготовились, все бумаги подготовили. И наши юристы предлагают, чтобы парламент участвовал в этих наших арбитражных разбирательствах как представитель народа. Правительство и другие органы, которые подписывали соглашение, они участники арбитражного разбирательства. А по юриспруденции парламент является представителем граждан. У нас сегодня очень сильные позиции. У нас нарушен ряд законов и очень много норм. И поэтому у нас есть полные основания, и у нас не слабые аргументы. У нас, в принципе, очень сильные позиции, и мы, в принципе, я уверена, что мы выиграем любые судебные процессы и арбитражный процесс тоже. Потому что такого в практике мировой нету, чтобы на ледниках складировали отходы. И наше национальное законодательство, как суверенного государства, оно наложило запрет, и все природопользователи должны подчиняться этому запрету и этому закону. Представитель Кыргызстана Тенгиз Бультурюк вышел из состава совета директоров компании Центера Голд. Он тоже уверен, что Кыргызстан выиграет арбитражный суд. Не больно и обидно за всех нас, граждан Кыргызстана, обманутых, оскорбленных в начале компании Камека Голд, а затем Центера Голд. Поэтому лично я не вижу смысла в продолжении подобного партнерского, в кавычках, унизительного сотрудничества с компанией Центера Голд. И нам необходимо срочно пересмотреть наши условия взаимоотношений кардинально раз и навсегда. Мы сейчас над этим работаем совместно с топ-юридическими компаниями США и Канады, чтобы незамедлительно решить все проблемные вопросы разом. Команда Садыра Джапарова собирается ввести внешнее управление на руднике, а потом провести процедуру конфискации компании. Не знаю, насколько это осуществимо в принципе. Кумтор – это гигантский и очень сложный организм. Смогут ли кыргызские менеджеры поддерживать работу рудника? Станут ли партнеры Центеры сотрудничать с Кыргызстаном? Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Государство не может наладить работу даже на конфискованных торговых центрах. Взять хотя бы тот же ТЦ «Караван», а тут на целый Кумтор замахнулись. Чтоб видал говно, кому кланяться. А что если работа золоторудного месторождения остановится? Если другие источники пополнения бюджета сопоставимые с Кумтором? Что будет с выплатами пенсий и зарплат? Сын экс-мэра Исо Муркулова снова сбил человека. ДТП произошло на Южной магистрали. Порш Панамера Азамата Муркулова водворили на штрафную стоянку, а его самого под стражу почему-то брать не стали. Сын же, ёпта. Источники «Кактус Медиа» в правоохранительных органах сообщили подробности. Азамат Омуркулов ехал вверх по Токтаналиева и при повороте не остановился. Источник «Кактус Медиа» сообщает, что Азамат Омуркулов в момент наезда находился в автомобиле марки Porsche Panamera. Точный год выпуска не сообщается. Также источник сообщил, что по результатам экспертизы в крови Азамата Омуркулова были обнаружены наркотические средства. Исо Муркулов в интервью журналистам попытался в очередной раз оправдать сына. Все нормально, никого не задавили и не сбили. По моей информации, велосипедистка хотела проскочить на пешеходном переходе, когда сын поворачивал налево на завершающий зеленый сигнал светофора. В итоге он задел крыло велосипеда. Сын высокопоставленного чиновника не раз оказывается в центре скандалов. Первый раз в объективы телекамер он попал с незаконной тонировкой в далеком 2010-м.
Черный тонированный джип остановлен на блокпосту в селе Кокджар. Молодой человек, невзирая на телевизионные камеры, отводит старшего сотрудника МВД в сторону и показывает документ. Позже выясняется, что он предъявлял вовсе не водительское удостоверение, а доказательство родственных связей с нынешним градоначальником Бишкека. Перед телекамерами такой трюк не проходит. Водитель собственноручно сдирает тонировку с передних стекол. Выясняется также, что у якобы родственника водительских прав нет вовсе. Ты меня извини, пожалуйста, кем бы ты ни был, закон для всех един, да? И для меня он, и для тебя. Я не на показуху, я тебе вообще просто говорю, да? Если ты сын кого-то там, большого чиновника, не значит, я простой крестьянин. Несмотря на столь внушительную тираду, старший из сотрудников милиции, к удивлению журналистов, отпускает такие якобы родственника столичного градоначальника. Да и стандартного досмотра автомобиля не было произведено. Все же родственники уважаемых людей, к тому же без прав, не могут быть опасными для общества. Наглядный пример двойных стандартов, впрочем, не повлиял на обстановку в городе, да и в республике в целом. Год спустя, в августе 2011-го, Азамат Умуркулов попал в более серьезную передрягу. Он стал виновником крупного ДТП. Из-за его действий погибли 3 человека. Ответственности сын градоначальника тогда смог избежать. И в этот раз Азамат Умуркулов, скорее всего, вновь избежит наказания. Кажется, что он в очередной раз развел пострадавших. И на этом у меня все. Спасибо за то, что досмотрели выпуск до конца. С вами был Канат Каниметов. Всем мира.